Мама – это всегда пример настоящей женщины. Она способна обогреть своим теплом всех окружающих, дарит незабываемое детство, помогает своими бесценными советами и непременно дает путевку в жизнь, новую и светлую. Наверное, только по прошествии многих-многих лет человек начинает понимать свою маму. Жаль, что это происходит не сразу, а спустя долгие годы. Герой нашего выпуска потерял родителей достаточно рано, поэтому у него к ним осталось много вопросов. Участие в программе для него – своего рода поиск этих самых ответов. Всем привет! С вами семья Щукиных. Меня зовут Виталий. Это моя супруга, жена любимая Евгения. Вот мы вместе уже живем 16 лет. 15. Да? 15. Будет. До сих пор вместе, как видите, не развелись еще. Виталий и Евгения Щукины. Талантливые, смешные, творческие личности. Виталий – известный в республике КВНщик, вайнер, актер, исполнитель одной из главных ролей в самом кассовом якутском фильме «Агент Мамба», который в 2019 году собрал в прокате почти 16 миллионов рублей. Недавно артист дебютировал в российском сериале «Саня Газуй». Верная спутница жизни Евгения не менее известный в Якутии человек. Ее дизайнерские эксклюзивные работы с успехом продаются в России и за границей. Кроме этого, Женя на одной волне с мужем. Также шутит и веселит окружающих своей безмерной харизмой. Семья Щукиных является многодетной. Дочь и 2 сына радуют своих родителей пока только просто своим существованием. Но у каждого уже свой твердый характер, который наверняка скоро в чем-нибудь допроявится. В этом мама и папа не сомневаются. Учитывая особенности каждого ребенка, они вкладываются в них на все 100%, как, впрочем, это делали и их родители. О теплых воспоминаниях детства и жизненном пути мы и поговорим с нашими сегодняшними героями. Родился в городе Якутске. Мама у меня татинская, в Чемная жила. Я каждое лето в детстве ездил туда. Отец у меня городской, нас 2 в семье. Младший брат, но мне младше на 1,5 года. Очень счастливых дней очень много на самом деле. Я бы не выделил бы какой-то конкретно, но у нас каждую пятницу, когда мама готовила просто тазик пирожков, мы тогда жили в порту еще, в 2-комнатной квартире. У нас братья и сестры двоюродные все приходили. И в такой маленькой квартире, и все оставались ночевать. И помню, когда папа, мама, все дома, у меня классное, счастливое детство было. Но однажды все рухнуло. Мир перевернулся с ног на голову, когда в семью пришло горе. Справиться с ним мальчишке было сложно, но он смог взять себя в руки и преодолеть все трудности и преграды. Отца не стало, когда мне было 12 лет, после рака умер. Это как раз был переходный возраст такой, я на 2 месяца вообще закрылся от мира, можно сказать. Но потом все это преодолел и наоборот больше ярче стал. Наоборот, какое-то открытие, что ли. Со всеми начал общаться, везде со всеми общий язык находить, выступать начал, КВНом начал заниматься, рэпом тоже. И вот как-то творчество спасло, можно так сказать. Не ушел в себя там. Занимал до этого просто учился, дом. И начал просто все это вместе кружками себя начал занимать. И вот по сей день занимаюсь творчеством. Это мне помогло. Якуты очень суеверный народ. Представьте, молодая пара вышла от гадалки. Ну, дорогая, не плачь, ну. В смысле, я в прошлой жизни была свиньей? Ну, успокойся. Значит, ты был французским графом, а я была хряком? Вот почему. Что почему? Вот почему я люблю есть из ведра. Молодые люди, извините, я все перепутала. Вы были принцессой. Ой, спасибо. Не за что. Вы сейчас свинья. Мама вообще на КВН, иди туда. Но все время не говорила, сиди дома. Иди, главное, иди. Детям же многим запрещали гулять даже. А мне наоборот говорили,
Виталий, ты что сидишь дома, иди гуляй, вот иди занимайся чем-нибудь. Вот классно. Так получилось, что горе в семью Щукиных постучалось и во второй раз. Стойко выдержав очередное испытание, Виталий и здесь не опустил руки. Теплые воспоминания о родителях давали ему надежду и веру в лучшее будущее. Мама не стала, когда мне было 23 года, тоже как-то резко болезнь, после болезни, почки, да? Сахарный диабет еще. Сахарный диабет еще, ну, это все. Ну, это, понимаете, на маму большой груз, когда после отца не стало. Мама вообще до этого была хозяйкой, домохозяйкой, готовила, стирала, ну, все домашние дела, отец работал. И когда отца не стало, все бизнесы, все это пришлось маме самой, как бы по документам все это бегать. Все равно все сказалось. Нормально справились. Я думаю, мама молодец у меня вообще. Она была у меня дояркой вообще в детстве. Я помню, она всегда рассказывала, типа, она стала среди... она 6 лет уже коров доила в деревне у себя Чимная. Она еще в Харбалахе, в интернате жила, в Харбалахе. У них семья очень большая была, 8 детей. Из этого половина детей На государство. интернат, да. И вот она там научилась, что дояркой быть. Ей подарили, она всегда рассказывала, ей подарили классный такой розовый велосипед. Она до конца жизни вообще помнит это все. Это вот. Не знаю, вот такие очень приятные воспоминания о родителях. Очень классное, сказочное детство у меня было. Я рад вообще родителям своим, то, что они вообще всегда поддерживали меня. Родители у меня были тоже творческие вообще. Что мама, что папа. Всегда. Отец хорошо рисовал, но он пошел в бизнес. Он до 30 лет был сантехником у меня, батя. И потом резко все. И когда один момент, когда дома не было хлеба даже, гости пришли из Татты, приехали как раз мамины родственники. Накрыть на стол не было вообще ничего. Он пошел у соседа, занял денег, накрыл на стол. И с этого момента он дал себе, сказал, все, нужно Что-то делать. что-то нужно делать. И начал работать. И затем он стал вообще крутым предпринимателем. Империю целую да. построили. И у отца, походу, такой очень насыщенная тоже жизнь была. Он там много очень проектов. И я вот иногда вот параллель провожу. Смотрю, как я сейчас работаю. И вспоминаю, как отец, грубо говоря, работал. Отец у меня был вообще многоуважаемым человеком вообще. Все его любили, он к себе притягивал людей. Я не знаю. Может быть, это... Вот сейчас я блогерством занимаюсь. Мне кажется, это отцовское вот что-то, да? Ко всем, типа, подход находить, со всеми общаться, всех заряжать, мотивировать. Это тоже отцовское. И ходить со всеми договариваться, это тоже отец. И я вот думаю, да, все-таки отец тоже был таким же идейным. Я не знаю, очень много вопросов. Очень много. Ну, сейчас в осознанном возрасте, конечно, встретился бы с ними, поговорил бы. Очень много вопросов у меня есть, на которые я до сих пор не знаю, нет ответов. Кто мне эти ответы даст, можно сказать, я не знаю. Очень плохо, конечно, что так хорошо не узнал. Вот потеря родителей, это вообще сломало мою жизнь на самом деле. Перевернуло полностью. Повзрослел? Повзрослел. Мне очень пришлось рано повзрослеть на самом деле. Ну, сейчас получается, чисто в нашей жизни, это просто, видать, зная свои уже корни, ты уже знаешь направление, Да, как, да. и ты уверена в этом, то, что вот у меня мои предки были такие сильные и ничего не боялись. Ты тоже, ну, не получится, попробуй еще вот так. Да, да. И у нас Дает сколько, силы это, у да. нас сколько вообще ошибок было это Вообще, и никогда не сдаем, мы Да, никогда типа, руки не сложим. взяли урок какой-то, все, типа, у Виталия что-то не получается, ну, все, урок там, надо другой способ. Всегда какие-то способы, что-то там Кафе первое свое открыли. Представьте себе, 10 лет назад, даже больше, да? уже пробовали. Да, пробовали бизнес первый там. Ну, людям нравилось то, что мы К нам готовили. даже люди ездили вообще из Жатая, да? Да. Один мужчина, предприниматель, ездил к нам, чтобы позавтракать.
У нас не было опыта там. Мы вообще Кафе назвали Джой. Это обычно назвали Джой. Там просто вот готовили и продавали. Цену сами ставили, писали и продавали. Но люди приходили. Люди это чувствовали. И потом закрылись, да, все-таки. В итоге. Но там мы нас- могли бы развить, на самом деле. да, просто мы еще... Просто мы бы не были, это походу так надо было, потому что мы Ну, не это были. такой этап, Этап. был. Мы еще... мы у нас еще же попробовали. Эрчим был маленький. Да, у нас Ему еще годика не было, мы уже там. Было тяжело совмещать. У меня еще Да. учеба была, там параллельно я в институте уже училась. И у нас вот это тоже... У нас по жизни вот так, да, все? Очень много проектов было, вот и совместных, и по отдельности. Ну, и всегда поддерживаем друг друга. Вот Жене я очень благодарен, то, что и всем женам предлагаю, кто сейчас смотрит нас, поддерживайте своих мужей. Нужно дать им время, шанс, можно так сказать, проявить себя. Я ездил на КВН, меня месяцами не было дома, и Женя все равно поддерживала. Я Ну, тогда вообще не мне кажется, зарабатывал, так- вообще не зарабатывал. Я все, наоборот, деньги вкладывал в КВН. Типа со своего кармана, там, где-то что-то. У этих заняли магазина, там, полетели. Приехали, потом еще надо было снять рекламу этого магазина. Но зато это нас закалило. Мы стали сильней. Ну, Но мы потом, всегда да. говорим то, что не делается все к лучшему. Да. У нас из всех вот наших родителей только моя мама осталась. И она вот тоже вот в Алёкинске живет, село Чапаево, где Мама я Наташа, родилась. она к нам приезжает, Да, помогает. и мы как на боженька ее молимся. Она к нам приезжает, вообще тут... Мы вообще максимально уходим в творчество. Вот наш рост это начинается, когда бабушка наша приезжает. И мы ей очень благодарны, мы ее вообще все любим, и наши дети ее обожают. Но она как солдат. Да, всех у у нас, когда бабушка приезжает, у нас режим, даже мы рано ложимся спать, да? дети в 9 типа должны спать, Да, младшие и 10. у нее там. все строго, завтрак, обед, ужин, Да. так все. И мы тоже там стараемся. Но мы очень творческие личности, и нам иногда тяжело вот в ее режим. Когда у нас бабушка приезжает, мы вообще очень большие плоды жмем. Вообще конкретно раскрываемся, успеваем какие-то проекты. Мы очень благодарны, что у нас есть мама. И она у нас очень такой оптимист, веселая, необычная женщина, как сказать. Она, кстати, еще родилась в таких условиях, когда в то время, когда она родилась, ее везли на лодке. На лодке, Да, еще гроза была сильная, и она родилась в лодке. И была совсем маленькая, там 2 килограмма. А в то время же не было ни моторок, ничего. И ее дедушка наш, Герасим, он взял ее, ну, сказали, не выживет. Типа, ну, раньше же не выживали, инкубаторов, ничего не было. Ее он положил в шапку и на печку русскую. И она там выкормилась. И, ну, короче, тоже необычно, да, вот рождение такое. И она у нас тоже со своей харизмой, со своим вот этим темпераментом. Вот все говорят, шутят же про тещу очень плохо, да? Такое мнение у людей, да? На самом деле мне очень повезло с тещей. Тоже Виталий Вообще, любит. да, она меня любит, она такая... Но она Мне очень... она ко мне очень хорошо относится вообще. Я родилась в многодетной семье. У нас, получается, у меня 4 брата, и я одна девочка. Село Чапаево, Се- Алёкинский район. Да. Я когда родилась, там папа так радовался, что наконец-то родилась девочка. Раньше же не было УЗИ. И он сразу же побежал в администрацию делать свидетельство о рождении с именем Евгения. Я, кстати, росла как пацанка, потому что у меня же братья были. И я даже до 7 или до 6 класса я думала, что я пацан. Вот реально. Я в трениках там бегала. Я дралась с пацанами. Я как там заплыв вместе с пацанами бегала там. Ну, я всегда считала себя парнем. Потом, когда уже начала округляться, я поняла, что, оказывается, я совсем не парень. Я в детстве очень сильно болела. И мама говорит, что я была 2 раза в коме. И я это не помню сильно так. Ну, я из-за этого, наверное, такой оптимист по жизни, потому что мне еще дал, как сказать, жизнь дала шанс. Я максимально от нее все беру. Вообще кайфую от каждой мелочи, там вот это. Даже лучики солнца, вот этот воздух утренний, аромат свежего чая, вот этого кофе. Вот. Ну, вот ты же встаешь, как бы, ты встал как в новой рубашке, вот так входишь такой.
Евгения, как все творческие люди, очень чутко воспринимает окружающий мир. Она и видит по-другому, и слышит немного иначе. А главное, ценит каждый миг. Может потому, что по натуре своей добрый и светлый человек, а возможно потому, что по образованию она педагог. Знает, как подбодрить своего мужа и вовремя погасить назревающий конфликт. Это вот такие мелочи, на самом деле. Главное их перетерпеть и переждать. Ну, вообще, Друг друга иногда бесим. ну, когда, допустим, он Но ходит, потом это проходит. когда он нервничает, допустим, я стараюсь уйти и что-то Да. делать. Ну, я всегда сохраняю баланс. Вообще, Но как это я... на самом деле, вот меня бы, мой характер, никто бы, мне кажется, не выдержал на самом деле. Он же козерог. Ой, это вообще, Самый у сложный. меня вообще характер тяжелый, сложный, и со мной жить, типа, ну, работать окей, легко, да, типа, чуть-чуть удивился, а вот всегда быть, блин, я совсем другой человек, серьезный, Потом он мне медальку Да, подарит за да. терпение. я очень, А так вообще в семье должны быть ссоры. Даже не ссоры, если, допустим, вы не будете вести Решать. дискуссию, решать, вы не поймете. Потому что отношения и семья — это работа, это еще сложнее. работа чем- над собой, тем да. более, Потому что жизнь-то меняется, время идет, и вы же растете, вы же не будете на том же уровне оставаться Да, романтика да, там. да. Вы вместе с этим со временем меняетесь. И чтобы сохранить баланс вот этой, все равно семья — это ячейка, вот, как сказать, понимания. И, как, допустим, если что-то мне не нравится, я ему сразу говорю, вот это мне не нравится. Если, ну, он там тоже высказывает, и стараемся вот это уже не делать. Компромисс. Ну, раньше я жестко обижалась. Сейчас я уже так думаю, зачем я нервы свои трачу? Просто ему говорю, и мне спокойно, а он там переваривает. пускай. Ну, мы как команда, то есть семья это фундамент вообще всего твоей личной жизни, также, как у тебя дома будет, какое настроение у тебя будет дома, такое и будет на работе, ну, как бы это все сказывается. Из этого нужно всегда, вот, благодарен своей жене, что она всегда уют создает дома. Это вообще самое главное. И еда, вообще я всегда говорю, что Женя у меня готовит вообще просто бомбически. Нам не надо ходить в рестораны, дома и так очень все вкусно. Мама мне всегда воспитывала, типа, когда встретишь, и типа раз и навсегда выбираешь. Всегда говорят, что девочки выбирают мужа по своему отцу, потому что у меня мой отец тоже был очень замечательный человек, вообще мастер на все руки, золотое сердце. И По дереву там он- вообще Да, мастер, он ну, вообще вообще. мастер был. У нас вообще очень хорошая династия идет по отцу, ну и по маме Отца тоже. звали Иван, Да. и моего отца тоже Да. звали Иван, и моего третьего сына назвали Иван честь, тоже. да. И у нас Иван. так интересно, когда мы где-то заполняем документы, типа Щукин Виталий Иванович и Щукин Евгений Иванович. Спрашивают, вы что, брат и сестра? Да? Да, типа такое. Мне мама говорила не встречаться с ну, типа, если будешь жену себе искать, главное не учитель. Главное не учитель, потому что учителя, работая с детьми, они все время нервные. А я не знаю, почему она мне так... Это типа задолго было до того, как Женю встретил. А почему? Ну, по-любому я не буду. Я как раз в школе тогда еще учусь. Ну, по-любому не буду научиться. Они же все нервные, вообще типа, все ругают. И в итоге Ну, нашел педагога. ну, я всегда говорила, что у меня муж будет старше меня на много лет. Я всегда говорю, никогда не живите с родителями, типа, ну. В итоге вообще все получилось наоборот. Никогда не говори никогда. Сегодня с этим мудрым изречением Щукины не спорят. История их знакомства – яркий пример того, что зарекаться опасно. Правда, иногда это происходит все-таки в лучшую сторону. Ведь когда-то произошла судьбоносная встреча, которая повлияла на всю их дальнейшую жизнь. Как бы забавно это ни звучало, но ребята познакомились в детском лагере, куда Виталия отправили отдохнуть на лето за школьные успехи, а Евгения работала там вожатой. Я когда Виталию увидела, я подумала, что это с института тоже вожатые, которые с физкультурного отделения, они такие здоровые там ходили, Да, они я- выше нас, и мы такие Мне было 16 худенькие. лет. Ага. И потом, Я- когда сказали, что я такая думаю, Вообще что за ребенок, да? переростки там такие? Я всегда выглядел вообще, типа, когда мне было 16, я выглядел на все 30, мне кажется. Я был здоровый еще. Ну ты и сейчас выглядишь на 30.
А, тебе же 30, да? Да. В 20 лет я выглядел на 40, мне так... Мне кажется, сейчас я моложе выгляжу, чем в свои 20. Ну, такой слишком здоровый был. И вот мы там познакомились, я там отдыхал, В сезон. да, и вот встретил Женя. Изначально, когда мы познакомились, у него уже мышление было взрослого человека. Потому что в его возрасте все реально такие, как сказать, Еще, да. подростки, конкретно переходный возраст, они там чуть ли не машинки, там еще играют. Но- А он уже да. по-взрослому размышлял. Взрослый, но всегда... Взрослый-то взрослый, но всегда ребенок. Судьба. Ну, у нас реально искры были. Вообще, там... У него, Я тоже случайно попал в лагерь этот вообще, на самом деле. И Если бы не КВН, да, я бы не попал. мы просто любим вспоминать, как мы познакомились, и мы любим попадать в то время, когда мы только начали встречаться, ощущения. Вот Мы до эти сих как- пор помним вообще. Мы каждый год вспоминаем. Мы в Мы том еще году иногда- мы в том году ездили в лагерь «Энергетик». Прямо туда мы на машине заходили, гуляли, у охранников просили. И все, и мы гуляли там просто, как и Вспоминали вспоминали там, первые дни. Там, ну, уже как Как спустя мы много первый лет. раз обнялись, Да. там, поцеловались. Я Там до сих пор вообще все это вкратце помню. мурашки Где я как поцеловался. бегали. Ну это же впервые, это все до сих пор вообще. Это классно. Ну это судьба, серьезно, судьба. Вот мы, не знаю, как так как карта сложилась вообще, все. Буквально там Каждая мелочи, мелочь, да. но Как-то вот. судьбоносная прямо. Когда Виталию исполнилось 18 лет, пара сыграла свадьбу. Один за другим стали появляться дети. Несмотря на свой юный возраст, молодой папа оказался вполне зрелым отцом. Ну, Виталя очень хороший папа и строгий папа. Он как бы везде говорят, что он такой мягкий, смешной где-то в компаниях, да, отыгрывает там. А дома он строго с ними всегда вот так в кулаке держит. И, ну, я думаю, что детей так и нужно воспитывать в строгости. И мы детей вообще не балуем. Я думаю, что мы их достойно воспитываем. Стараемся их, как сказать, то, что мы делаем, и обучить их тоже, вот, передать свои знания. Запрещаем что-то вот, но не все. Например, не закрываем ребенка. Например, если ребенок хочет заниматься творчеством, например, разукрасить стены, мы даем волю, потому что это же путь творчества, ребенок только развивается, и нужно дать раскрыться ребенку в этот момент именно, поддержать и даешь волю. Рисуй хоть что. Это вот мне в детстве тоже разрешили. Мы все там разукрасились с братом, вообще страшно. Но это самый классный день был для меня тоже, когда нам дали, типа, что-то заморали. А ну рисуйте, я так скоро типа поменяем обои. Мы просто всю комнату с разными карандашами вообще. Вообще А у там нас гости же- приходили, вау, ну там красиво было очень. У нас Всё наша ярко. спальня бывшая, Вообще тоже. наши дети вообще все из рисования. У нас есть фотографии тоже. Красиво, да, было тоже? Цветочки Красиво, там да. где-то было. Такой заходишь, Да. такой чувствуется. Когда дети в доме, это же какой-то уют, тоже. Уют сразу, Даже да. запах вот это детства, да, вот такой. Вообще классно. Классно. Все, я беру декретный. Я шучу. Буду дома сейчас сидеть. Шутки и юмор в семье Щукиных – обычное дело. Любят они проказничать, забавляться и дурачиться. Но самое главное, они умеют посмеяться над самими собою. В этом, наверное, и кроется их секрет семейного счастья. Женя вообще худая была, она вообще худенькая. Вообще, ну, типа вот так талию можно было вот так вот чуть-чуть. Нет, ну я не жалуюсь, я наслаждаюсь. Да, ну мне нравится, то, что эти- Ну, чего? Сказка же есть Шрек, Фиона, когда встретила своего Шрека. Я его типа- поцеловала, превратилась в Фиону. Женя всегда так говорит, типа, блин, Шрека нашла, типа, Фиона стала. Фиона, Да, Шрек. я тебя люблю. Честно? Честно, честно. И я тебя. Покуда поцелуй любви, вид истинный предмет. Вид истины.
Роза, пончики, угрики на душе. Вот они у нас кушают, они у нас вообще... Лангарьеры еще Вообще, те, приготовишь, они там сразу все уничтожат. за Мы минуту. продукты только покупаем, еще не донесли до холодильника, там уже доносить нечего. Да? Вообще, ну, очень такие дети. И там еще тем более бегает ребенок на тебя вообще ни капли не похож. И ты думаешь, это мой ребенок? Еще думаешь, может, его подменили? Что-то же должно быть. Вот, ребенок вообще с якутским лицом на диджее там ходит. Все странно на нее смотрят. Типа, ваш ребенок. Еще роддоме. ладно, то, что Вика еще светленькая, Да. еще как-то там. ну, Арчим вообще темный, а да. Арчим темный, еще якут такой темный. Ваня, и я такая Ваня тоже, светленькая да? хожу. Волосатый. Я не знаю, я почему-то готова была быть мамой. И тем более еще когда такой папа хороший. И мы как-то. Я даже. Мне кажется, у меня даже сложностей не было с воспитанием, потому что Виталия. Мы вместе, во-первых, рожали, он был на родах. вот. Присутствовал на родах, Да, и у меня первые были естественные роды, и он жестко помогал вот это. И я даже быстрее родила, легче, потому что он был рядом. Он еще там в роли гинеколога так вошел. Тушься, все уходит. Ну, типа, да, да. давай, чтобы она там сейчас, она и дышать нечем, она в проходе застряла, давай. Вообще, Многие, роль- кстати, И потом, как Вика отсюда родилась, боятся, он сразу ее взял и держал так. да. Я Даже... там чуть не заплакался, у меня глаза, оболочка в слезах вообще. Ну это твой ребенок же, Так твое классно, да? продолжение, да, и очень У нас дочь это вообще копия папы. вообще. Копия Виталия. И я молодой всем. отец, и классно, я рад, что я молодой отец. Я во всех трендах, я все знаю, то, что дочка там, все это. Вот Ваня у нас сейчас, да, вот третий, немножко тяжеловато, потому что мы уже вместе, ну, работаем, и вот за ним кричит, Как раз кричит. такой боевой парень растет. Младший сын такой очень активный. Вообще, богатырь растет, Он самый, очень сильный, он всегда зашкварник берет силой. он самый, да. У нас Что даже- и Вика, и Арчим, все они более разные. спокойные, когда вот маленькие были. Вот они все разные вообще. Три ребенка, 3 беременности даже по-разному проходили. И вообще Темпераменты у всех темпераменты у разные. всех разные. Вообще, и каждый раз как будто по-новому. Вроде, ну, типа, уже 3-й ребенок уже должны быть готовы. А тут бац, вообще какой-то гиперактивный ребенок родился, и все крушится. Именно в такие моменты, когда молодые родители немного устают от шумной ребятни, они обращаются к главному человеку в их семье – маме. Ну, мы говорим, она у нас такая, захочет, приехала, мы ее просто предлагаем, типа, услуги, да? Хотите посидеть со своими внуками? Это будет незабываемый отпуск, да? Заманиваем, как в лагерь. Вам ничего не нужно, вам нужно только приехать, все остальное будет. Мама Евгении, Наталья Алексеевна Яныгина, действительно всегда была и остается по сей день большой поддержкой. За какие бы проекты ни брались Щукины, все у них спорится и ладится. Ведь если бы не помощь мамы, едва ли мы сейчас знали бы смешного актера и талантливого дизайнера, которого, к слову говоря, не взяли на учебу. Я столько там платила за курсы, чтобы ну, на экзамены попасть. И потом просто ко мне подошел там человек один и сказал, даже если ты Пикассо превзойдешь, мы тебя не возьмем. Я говорю, я потратила все месяца, а уже август месяц, я уже не могу нигде документы подать. И я такая сказала, вы еще обо мне услышите, знаете, что это будет не ваше вложение в меня. Ну такая. Ну, про себя Да. сказал, ты же не говорил это вслух, наверное, Нет, я ему вслух сказала. Серьезно? Да, я сказала, вы еще обо мне услышите. Нифига ты. Я смелая была. Ну и в итоге я счастлива, что наоборот они мне отказали. То я бы не стала сейчас и не была бы тем, кем сейчас есть. Потому что творчество — это свобода, во-первых. И ты как хочешь, так и развиваешься, без всяких рамок. А институт — это прежде всего люди сидят, ну, возможно, даже я буду когда-то преподавать, но я буду преподавать свою методику, то, что жизненный опыт я там набралась, там что-то сама. И в основном же преподаватели это и есть, кто хорошие, это кто в жизни уже. Ну, сейчас зато крутой дизайнер. Сейчас классные объекты У меня делает. что-то уши В Гордел парке горят. сейчас она украшает в ресторане. 1-2 этаж именно. А, Вот. ну, там тоже сейчас Да. работаю, объект
И на третьем этаже. Но у там них кто-то атмосфера там хорошая для работы. Талантливые люди талантливы во всем. Упертый характер, оптимизм и твердость духа сделали свое дело. И сегодня Евгения – востребованный дизайнер. Виталий также много времени уделяет творчеству, создает образы и не перестает мечтать. Мне было тогда лет 20, и я играл дядю Леню. Такой, да, собирательный образ из всех убаек, дядек, вот так вот примерно собрал одного человека. И как бы поведение, вот это вот все, пластику, все взял оттуда. Как бы создал, как пластилин, и в него играю. Здорово, здорово, молодежь, что делаете? Старшак типа на районе такой, дяденька. Очень классный образ, мне очень нравится. Здорово! Че, продаешь машину, да? Продаю, а? А че, объем двигателя какой? Ну, я не знаю, где-то метр на метр, наверное. 91-го года, машина пуля. И иногда хочется экспериментировать, всегда попробовать себя по-другому. Вот девушек иногда Марбину играю, надевая парик. Я не всегда... Раньше заморачивался, кстати, типа, что подумают пацаны, типа, парик надел там. Девушка уже зеленый. Можно вопрос? Да, конечно, ага. Можете дать мне ваш номер? Ну это... Как бы я свой номер налево-направо не раздаю. Но вы мне тоже изначально понравились. Ладно, записывайте. 8964. А, нет, мне для мобильного банка. Это образ, это актерская эксперимент. Потому что, типа, ты не сможешь найти девушку, которая отыграла бы так же. Типа, а пацан может, типа, покривляться, пофиг. Типа, девушка Нам тогда... же со стороны лучше видно, да? Да. Когда парик надел и там пошутил, это классно. Но девушка бы никогда так типа, не пошутила, а пацан может. Блин, я такая тупая. Блин, я реально тупая. Он же просто технично взял мой номер. Блин, я такая тупая. Самое главное быть всегда на стороне добра. Приносить, ну это моя позиция, можно так сказать, да. Приносить людям радость. Радость людям приносить. Это все-таки все равно как добро. Чуточку добра в мир, можно так сказать. Не знаю. Ну, у меня такой, я этим тоже сам питаюсь, когда людям нравится, когда вижу улыбки на лицах людей, это меня еще больше заряжает, еще больше радовать их. Вот и это меня мотивирует дальше двигаться, что создавать какой-то, дальше над проектами работать, дальше двигаться, не стоять на месте, всегда развиваться. Я наоборот рад, что вот все через это все прошел, и это классный опыт, я рад судьбе, что за каждый день, то, что вот так вот именно направляло меня. Учиться никогда не поздно, я могу, сейчас могу пойти учиться на продюсера, режиссера, никогда не поздно. У Виталия просто получается, вот он же снимался в сериале в одном, в российском. Ага, Саня Газуй. Да. И он единственный, кто был без образования актерского. Да. И я говорю, зато у тебя мощная школа жизни. Это ничем не заменишь, потому что ты открыт, и ты можешь пластично уже все воспринимать. И чем вот, допустим, когда образование ты получаешь, там тоже вот эти рамки, я всегда говорю. И многие, кто, допустим, не может полностью себя раскрыть, потому что в этих рамках. Всегда же теория всегда в голове сидит. И из этого... я и так могу, и так могу, Да. без разницы. Ну, Типа нет рамок, это очень классно. Конечно, учиться тоже нужно, Да. но учиться нужно там, где тебе интерес. Ну, школа, вот опыт именно, вот КВН, школа КВН, Да. школа наша Вайнов, можно сказать. Все это вообще, Ну и еще общение с людьми. да. Вот круг общения, это очень важно.
Если ты, допустим, общаешься вот с умными людьми, то вот реально уже автоматически с таким же мышлением становишься. И это уже легче. И тебе никакая уже школа не нужна, потому что ты уже знания получаешь от живых людей, которые уже в жизни реализованы. И, допустим, вот мы сейчас, да, с предпринимателями общаемся, и нам легче, вот, допустим, уже вести деятельность, потому что мы знаем, как это делается. Это не нужно куда-то идти на курс обучаться там, потому что там настолько скучно это все объясняет. Ну, мы занимаемся любимым делом, на самом деле, Да. творчеством. Творчество и бизнес – это У нас одно и то же почти на самом деле. И там нужно быть предприимчивым, и тут, и везде выходы искать, ну, типа, нет рамок у тебя. Ты каждый день должен что-то У придумывать, нас новое. вообще идеи. Да, идеи, самое главное – идеи. Для бизнесмена идеи, для творчества идеи. Это вот классно. И самое главное, то, что мы занимаемся любимым делом. И я вот всегда Женю тоже поддерживаю. Если она что-то рисует, я не мешаю. Женя, молодец, иди рисуй. Вот как-то вот так вот всю жизнь у нас, мы никогда не стоим на месте. У нас все У нас любой день сними, мы всегда движение, вот вечно все время варимся. У нас вот очень интересно, очень классно, насыщенная жизнь на самом деле. Но это своя романтика на самом деле, очень интересно. Это как квест. Да, вот квесты квест. же есть. Вот у нас мы жизнь вот реально сравним с квестом. Нам даже что-то, если молоток найти, нужно такие препятствия пройти в доме, вот реально. Это вообще. Несмотря на то, что жизнь действительно порой бывает как квест или сложная задача, но она всегда будет гораздо легче, когда рядом есть самый близкий человек на земле – мама. Каждый ее взгляд, каждый жест – это то, что человек хранит в своем сердце всю жизнь, как самое дорогое и ценное воспоминание. Она ушла на работу, я помню, когда она пришла, был холод, у нее такая дубленка была, и я помню, дубленка так обтягивала ее фигуру, и она когда зашла, мы подбежали ее обнимать, и вот этот морозный запах такой же есть, свежести. И так обнимаю, и знаешь, как будто это весь мир такой пришел, так прямо вот так чукурушно вот так. И вот этот, я почему-то это, ну, по сей день помню вот этот аромат, вот эта нежность. О, это классно. Мама – это весь мир. Когда ты растешь, ты кроме мамы же никого не видишь. И смотришь на нее и думаешь, это единственный человек, который вот рядом. Мама это, не знаю, что-то такое теплое, что-то луч огромный света, ну не знаю, свет такой, теплый. Ну, рядом с мамой ты всегда ребенок. С папой, с мамой вот поговорил бы, посоветовался бы. Но я и так знаю, что я правильно живу, что я знаю, что они наблюдают за мной, защищают меня сверху. Вообще всегда, потому что, не знаю, я везучий всю жизнь. Это не просто так. Иногда бывает, я могу вспомнить родителей и просто слезы пойти ручьем. Не знаю, иногда во снах вот бывает. Сейчас уже реже, конечно, но лет 25 было такое, что сны конкретно приходят родители во сне. И, конечно, ты чувствуешь это тепло, то, что как будто они рядом с тобой. Ты во сне еще не понимаешь, они живы или нет. Ну, ты чувствуешь их тепло, и потом просыпаешься с надеждой, ну, типа, то, что вот родители типа, рядом с тобой тепло, а их нет. Ты просто вот просыпаешься, потом такой грустный. Ну, зато тепло это есть. Это тепло, которое никогда не забудешь. Это знаки, что они всегда рядом. Да, это знаки, то, что они всегда рядом. Ангелы хорошие. Вот. Виталий, потеряв родителей, до сих пор остается в душе ребенком. Мама для него луч света, теплый и всеобнимающий. Пусть этот поток любви светит ему и дальше. Пробиваясь сквозь облака, образ мамы всегда рядом, ведь теперь она его ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.